Ну, у нас стопроцентно рыбный день, в смысле сети сегодня проверяем. Стоит ужасная хреновая погода, порывы ветров, все кошмар, деревья падают. Не обратил внимания, это свежеупавшая или какая? У нас сейчас свалилось. Ночью и ливанул такой дождь, что чуть водой всю лодку не заполнил. Теперь стих и дождь пропал. Ничего себе, солнце вышло. Классный ветер. Что-то у меня жуткие сомнения, что рыба попала. Ну, да. Вчера, прямо скажем, в поганую погоду кинул 3 сетки. 4-й даже кидать не стал. Думал, в такую хреновую погоду ничего не попадет. Сейчас проверим. Первую сетку кинул здесь. По сути дела, темный залив темной воды перегородил. И кинул между бобриными дровосечными повалками деревьев. Там повалил, тут повалил. Сейчас проверим, что-то попало или нет. Так, радует, что сетку не видно, потому что здесь мелководье, и сетка должна была быть. И первая радость, в кавычках. Бобер тащил ветку прямо по озеру и затащил прямо на мою сетку. Сейчас мы ее освобождать будем. Так, такое сюда юдо бобрины. Надеюсь, не порвал. Стараюсь протащить свою ветку мимо моей сетки. Вот блин. Ни хрена себе тулечка. Не, съезжу до берега. Выкину такую дуру. Надеюсь, одна ветка? Не, выкинем. А это что за ветка плывет? Что это они? Лесорубы, мать их. Иди в баню. Так, ну что, где сетка-то? Ну, где-то там спряталась. Ну, тырдекоре, как говорят коми, рыбаки. Ну что, благословитель здесь? Молятся сантехники. Так, окушок. Щучки. Ну, куда ветер гонит? Так, интересно, край берега не было, а край травы, мать моя, ух ты, потах ты, ух, край травы. Ничего, в принципе, попало. Так, и бобриный обед тоже попал. Ух ты, веток-то насовали, мать моя. Ёлки-моталки. Так, ладно, это все мы уберем. Так, в водоеме не оставим. Честно сказать, я думал, 1-2, слава богу, попадет, а тут попало, можно сказать, для такой погоды. Валерий, а ты посуду взял для рыбы? Я нет, даже не подумал. Такая хреновая погода была, думаю, нахрен там. А я 5 метров отошел от избушки, думаю, надо на всякий случай взять. Я ведро взял. Слушай, я вообще-то не ожидал. Первую сетку взял, а тут, мама мия, есть рыбка. И я 3 сети поставил, одну, думаю, такая хреновая погода, думаю, ничего не попадет. Одну сетку не кинул. Ну и ладно. А не дай бог, другие также попадет. У нас и ведро не вылезет. С одного выстрела, вон, 2 кряковые, одна кряковая, а второго связя стрельнул. Поодиночке перестал стрелять, бах, 2 штуки, бах, 2 штуки. Эх, ну что. Ух ты, тяжелая редиска. Пошли к вешалам. Хоба!
Ой, аж чуть радикулит не разбил. О, кошмар. Ой. Фу. Ну что, Валерий Батькович, ожидал такой урожай-то с такой погодой? Я всегда оптимист. Я лично не ожидал. Во всяком случае, я тебе поверил. Ты сказал, киломод, наверное, попадется. Я налегке и пошел. Да. А тут он больше ведра уже набирается. Только хотел сказать, на солнце одна лепота такая, тепло сразу. А я смотрю, ты уже завалился. Погреться на солнце Последние кванты набираем. перед зимой, да? Да. Так тепло, когда солнце выходит, становится. Так, эту сетку я кинул от берега на яму. 6 метров. Проверяем. Ой-ой. Ветер сдувает. Так, край берега на склоне. Ух ты. Шукаем все. Ух ты. Ух ты. Край берега. Да, Валерий Батькович, боюсь, у нас ведра не хватит. Там, где яма, сетка почти вертикально вниз уходила. Ну что, чуть-чуть. Интересно, крупная плотва, в принципе, все на черную воду, на глубину вышла. Там в яме вообще туча этой плотвы попала. Даже карасик. На глубине, да, караси попали. Ладно, хорошо, что хорошо, все кончается. Ну что, Валерий Батькович, солнечная погода кончилась, дождь пошел. Кошмар. Тоже, что ли, площадеть? В общем, знаешь, где рыба ловится больше-то? Я траву чуть-чуть задевал. В траве вообще ноль эмоций, в траве вообще никакой рыбы нету. А край травы порядочно ходила. Но вот это, что достаточно много и крупной плотвы попало, вся вышла на глубокую тоню. Включая вон там в яму. В яме там прямо горка плотвы попала. И это повсеместно. На втором месте край травы. Так сказать, там караси, они на глубоком месте все попали. И одна сетка, не знаю, 2 на 2 метра, край травы, такая дырень. Я уж подумал, медведь, что ли, там нырял. Ну, опыт-то есть, медведи всю сетку тянут за Да, собой. все вытаскивает. Это, наверное, бобры или что-то такое. Короче, гад. Тут бобров развелось, как собак нерезанных. Им осины все повалились, они березы стали валить. Мы запаздываем. Скоро стемнеет. Надо собираться. Тогда на место. Ни хрена себе. Нелегкая эта работа. Затаскивать в горку лодку. На ночь глядя, опять солнце вышло напоследок. Это с рыбалкой мы на плохую погоду попали. Интересно даже. И неожиданно рыбка попала. И не думал, штука будет. Тут есть. 1,5 ведра где-то есть. Нет. Быстрее надо домой смотреть избушку. Так, я первый прибежал в избушку. Через полчаса стемнеет. Валерий Батькович у нас не сильный ходок, поэтому сейчас сбегаем, поможем им груз донести. Дождь идет. Не сахар не растаю. Сейчас уже сумерки приличные, а скоро вообще глазы выколи. Оружие тоже надо. Давай. Все налегке. 10 минут посижу. Ух ты, ни хрена в тебе. Не заряжено. О, какое у тебя легкое. Оружие? Да, одностволка по сравнению с двустволкой. Посижу Ну, минут 10. ну, можно сказать, наша территория тут метров сколько, 70 до избушки. Перекуришь, а я пошел уху варить. Давай. Разговеемся сегодня. У тебя 100 грамм, надеюсь, сохранилось? Обязательно. Ну, ради такого дела. Ладно, рыбный день закончился. И световой день успели. Практически. Так, до ухи надо свет. Валерий, картошка где?
Вот здесь бека. Эй, рацию выключил, да? Ну и зря. А я по рации спрашиваю, Валерий, картошка где? Картошка и лук, и морковь над Васиной головой. Большая полка. Ну, пошел смотреть. Ну, удачный день должен заканчиваться удачно. Удачным ужином. Хорошо. В деревне летом. Осенью тоже. С утра в лесу туман. Учитывая, что с утра -1 было, как думаешь, это что, влажность, что ли, в такой минус? 100% влажность, по-моему. Ну, классно. Но солнце он показывается, может быть. Разогрело? Вчера в ведро все не влезло. Плохо заметны эти черточки. Слушай, кроме того, тут 6 литров. Ну, 16 литров поймали вчера. Ну ладно, работаем. Сегодня утром -2 показал градусник, а ни одна вода у нас не замерзла. Надо, чтобы она еще остыла. Что ерунда.